Служба службой, а обед по расписанию. Остальной личный состав отдыхает. Спецназа Т. Здесь начинается марш-бросок бойцов спецназа «Кречет». И вот сегодня как раз у нас зимний, как видите, полевой выход. Бойцы спецназа «Кречет» из Удмуртии проводят первый в 2021 году зимний марш-бросок. Спецназовцам предстоит пройти около 10 километров по зимнему и заснеженному лесу. Съемочная группа «Я Удмуртия» постарается показать всю внутреннюю кухню этого мероприятия. Полевой выход проходил в Завьяловском районе. Бойцы спецназа «Кречет» завершили погрузку снаряжения, вооружения и боеприпасов и теперь движутся на автобусе к месту сбора и проведения марш-броска. Задача – испытать себя в условиях критически низких температур. Как часто проводятся вот у вас такие марш-броски и зимние, и вообще? Согласно нашего плана подготовки у нас проводятся летние полевые выходы и зимние полевые выходы. Вот сегодня как раз у нас зимний, как видите, полевой выход. То есть 2-3 раза в год. За плечами большинства многолетний опыт таких походов, но некоторые молодые бойцы вышли впервые. Сильно омолодился коллектив у нас, поэтому для молодежи в основном этот полевой выход рассчитан для того, чтобы катать молодежь, чтобы они понимали, что такое полевой выход в зимних условиях. Сотрудникам спецназа предстояло пройти заснеженный лес за 3 часа. Именно здесь начинается марш-бросок бойцов спецназа «Кречет». Впереди их ждет около 10 километров непростого пути. Постараемся не отставать от них. Искусство видеомонтажа позволило преодолеть нам марш-бросок одновременно с бойцами «Кречета». Говорят, особых сложностей не испытали. По глубокому снегу мы прошли это 2 километра, потом вышли опять на дорогу и все, закончили маршрут. Марш-бросок завершен, далее бойцам «Кречета» предстоят стрельбы, но служба службой, а обед по расписанию. Узнаем, что состоит в рационе у сотрудников. Выдают нам сухпайки, так называемый индивидуальный рацион питания на каждого. Там на 3 приема пищи, в принципе, он обеспечивает полноценных. Там идет пару каш, одна там тушенка, галеты, повидло, чай и кофе. После стрельб начали разбивать лагерь для ночевки. Оборудовали место отдыха бойцов. В принципе, вот снизу у нас идет лапник, еловые ветки. Здесь жерть. И с собой мы берем либо навесы у нас есть вот такие у каждого, либо пленка. У кого-то есть и то, и другое, потому что она бывает сыро, если весна-осень. Пленку можем положить на низ, наверх пустить навес. Навес делаем, чтобы дождь скатывался или снег, чтобы бойцы оставались сухими. Все, спокойно мы разбиваемся на время несения дежурства на посты охранения. Остальной личный состав отдыхает. Все. Как вам там удобно? Очень удобно, Конечно, тепло, всю удобно. ночь. Классно. Спецназа Т.